Один из главных символов нашей республики на грани вымирания. О сохранении вида снежного барса 24 июня говорили представители 5 соседних республик. Фонд дикой природы выделил средства на оптимизацию заповедников для редкого вида. Среди крупных кошачьих снежный барс – единственный постоянный обитатель высокогорий. Он олицетворяет величественный загадочный суровый мир гор Северного Кавказа. Территории заказников были значительно расширены, и теперь при помощи электронной карты исследователи смогут наблюдать за местоположением дикого животного. Барс, в принципе, он краснокнижное животное, и речь идет о его спасении. Ну и тем более республика в этом заинтересована, потому что герб республики, вы знаете, да, на центральном фоне это барс. Всегда спрашивается мнение живущих, да, мнение народа, который на вот этой территории живет. В этих рамках, да, все объясняется, к чему приведет, что и как. Потому что эти мероприятия связаны с землей, с обитанием, то, что жители все-таки ходят в лес и так далее, им все объясняется. В прошлом году на пограничной заставе камера зафиксировала редкого представителя семейства кошачьих. К сожалению, о точном количестве снежных барсов мы пока говорить не можем. Ирбис может помочь Северокавказскому региону стать привлекательным для туристов, альпинистов и исследователей всего мира. Проект по сохранению и восстановлению популяции дикой кошки будет активно этому способствовать. Сейчас в сочинских питомниках подрастают несколько маленьких барсов. Их планируют выпускать и в Северной Осетии. За ними будут наблюдать исследователи фонда дикой природы. Наталья Алексеева, Самас Шипшев, Осетия ТВ.